Она была очень талантливой и целеустремленной. Однажды она случайно услышала про такое невероятное место, как лицей БГУ, и очень заинтересовалась им. Разузнав немного больше, она решила во что бы то ни стало поступить туда, ведь в лицее учатся самые способные, одаренные, добрые и приветливые ребята. Начав подготовку к экзаменам, она поняла, что это далеко не самое легкое дело, но ведь задавшись целью, ты обязательно всего добьешься. И вот, спустя год усердной подготовки, преодолев 2 трудных экзамена, она воплотила свою мечту в реальность и поступила в лицей. Здравствуйте, уважаемые учителя, лицеисты, выпускники и карапузы. Меня зовут Алина, и я новоиспеченный карапуз. Год назад я узнала о таком месте, как лицей БГУ, и задалась целью поступить сюда. И, как вы видите, я оказалась тут. И что же нравится тебе здесь? Ну да. Наверное, каждый из вас представлял это место по-особенному, да? Ведь, поступая сюда, вы ожидали что-то такое грандиозное. Я была приятно удивлена, когда сюда попала, и действительность меня очень приятно удивила. Так давайте же посмотрим на мои ожидания и сравним их с реальностью. Начнем, пожалуй, с того, что начинается раньше всего. Пары по физике. Для тех, кто не знает, пары по физике начинаются у нас в 8:30, как и все пары в лицее БГУ. Это так, без справки. Не каждая совушка успеет проснуться в это время, поэтому я думала, что мне будет скучно и очень сложно на парах. Я не запомню ни одной формулы и не решу ни одной задачи. Поэтому я задалась целью хотя бы не заснуть на них, но... Однако ты немного ошиблась. Благодаря нашему прекрасному учителю Леониду Григорьевичу Марковичу пары по физике проходят незабываемо. Следующим, наверное, будет такое интересное явление, как наказание. Наверное, каждый из вас пропускал уроки или не решал домашку, да? Так вот, на слайде изображено одно из самых распространенных наказаний за провинности в учреждениях образования – отработки. Однако в лицее учителя пошли дальше и нашли более изощренные методы. Ребята, кто опаздывал на пары по белниту? Марина Михайловна Козловская. Поднимите руку. Что ж, наверное, вам понравились стихи небезызвестных белорусских графоманов. Не буду называть имен. Истинно так. Теперь мы перейдем... Ну, думаю, все узнали этого супергероя Флэш. Однако в лицее у нас есть кое-кто покруче. Наш лицейский Флэш. Леонид Григорьевич Маркович! А еще, узнав о таком замечательном месте, как тренажерный зал, у меня закрадывалось немножечко такое сомнение. Ведь лицей — это место, где интеллектуальный труд ставится всегда превыше физического, и поэтому я думала, что у нас будут именно вот такие вот бодибилдеры. Ты снова ошиблась. Это наш одноклассник Володя, очень непозатный молодой человек. Дамы, общага, комната 403Б. Ах, да, еще среди молодежи сейчас очень популярны многие кумиры, и я подумала, что, конечно же, их поклонники будут и в лицее. Какие, например? Ну, например, Тимати, Егор Крид, даже Джастин Бибер или тот же Оксимирон. Оксимирон, я люблю тебя! Ну, да. Однако в лицее у нас есть свой культ поклонения, и мне кажется, он более благоразумен. Это Ива. Ну и последнее касаемо заучей. Я думала, что заучи — это воплощение вселенской строгости и дисциплины, которые нагоняют на всю школу страх, но... Денис Николаевич, вы согласны? А еще я, кстати, не думала, что в лицее умеют дети хорошо танцевать. Ты снова ошиблась. Встречайте, 10 F1. I'm really cold right now. I got a question for all you ladies out there. Can I get the room? The room? The room? Stereotypes, what up? I like that. I need that. I wanna hit it like a baseball bat. She got the elegant look. She got the elegant look. She could
Свободные от предрассудков, разрушаем диджея вести. Видишь, все эти разные люди, как стемнело, решили прийти. Мы все одной крови сегодня и не спали по нескольку лет. В этом клубе слетают все маски, когда наступает рассвет.